Следующий вопрос касается исма анбия, пророков. Ибн Таймия считал, что есть вероятность, яджуз, разрешено, что они попадали в грехи, пророки совершали, то есть возможно, чтобы пророки совершали грехи, большие или малые, то есть они были защищены от греха и ошибок, но это касается только религиозных дел, говорит он. То есть и есть вероятность, что они могли совершать их. То есть, в общем, были защищены, но могли совершать и большие, в принципе, и малые. Кроме вопросов таблига, кроме вопросов религиозных дел, проблем нет, если пророк совершал какой-то грех. Затем он говорит, что есть разногласия, ученые проявляли разногласия в этом вопросе, спорили по этому вопросу, то есть можно, и такая версия была, и вот это все описывается. И теперь здесь хочется сказать только то, что кто же те, кто спорит? Где имена тех ученых, когда он приводит, вот в этих двух книгах мы можем прочитать этот Пауль, где имена тех, кто спорит в вероятности, в возможности того, что пророк, какой-либо из пророков мог совершить грех, большой или малый. Где имена? То есть шейх Ибн Таймия говорит, что нет исма, стопроцентной исма в больших грехах и маленьких грехах у пророков. Но мы знаем, когда изучаем акиду ахли сунна валь джамаа, что исма – это одно из 5 качеств пророка. Исма – невинность пророков. То есть Аллах защитил пророков от совершения грехов. Теперь давайте разберем вот эти слова. Они были защищены от греха и ошибок, но это касается только религиозных дел. Что такое религиозные дела? То есть, получается, прелюбодеяние же не относится к ибадату или к религиозным вопросам. Что, теоретически мог делать разве? Это же будет глупо. То есть, как разделить религиозное дело и нерелигиозное? Как мы можем свою жизнь разделить? То есть, у нас разве в жизни что-то может быть вне религии? Разве любой вопрос мы не разбираем через призму Корана и Сунны также? То есть, любое действие мы делаем, это или харам, или, то есть это фарс, это сунна, это макрух, так ведь? Но любое наше действие есть какой-то хукм шариатский. Но любое наше действие. Как можно разделить нашу жизнь? Вот это светская сторона нашей жизни, а вот это религиозная сторона нашей жизни. То есть вот это религиозный вопрос, здесь пророки не грешили, а вот это не религиозный, здесь он мог грешить. То есть прелюбодеяние относится к айбадату разве? Или к чему? К какому вопросу? Разве теоретически мог делать этот пророк? Разве он мог лгать, если это не вопрос таблига, не вопрос да'вата, не вопрос призыва? Для чего есть такое качество пророков исма? Потому что пророки, они были посланы как пример для подражания в любом вопросе. Как пример для подражания. Если пророкам дозволено делать что-то, делать какие-то грехи, большие или малые, то мы как умма, который следует за ними, мы бы повторяли. Или мы скажем, вот это религиозный вопрос, а в светском он для нас не пример. Он пример во всем. «Лякад кана лякум фи расулиллахи усватун хасана». Поистине в посланнике Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, для вас был лучший пример. Лучший во всем. Он лучший муж, лучший друг, лучший соратник, лучший отец. Лучший во всем. Быть отцом, это же тоже, то есть к пророчеству тогда может тоже не относиться. Поэтому есть такое качество, как исма для пророков. Для чего оно есть? Для того, чтобы мы следовали за ними полностью. И в любом случае мы будем за ними следовать. Поэтому они не могли грешить. Если бы они грешили, это стало бы сунной для нас. Это стало бы для нас примером для подражания. Качество исма, безгрешность, непогрешимость, защищенность от больших и малых грехов относится только к пророкам. Только к пророкам. А любой ученый, он взвешивается на весах Корана и Сунны.